пожалуйста, выйти в эфир, чтобы всех участников было видно. Единственное, что если вы ничего не говорите, выключайте микрофон, чтобы не гулял звук. Спасибо большое. Уважаемые участники, нажмите, пожалуйста, все кнопку «Выйти в эфир», чтобы мы видели всех, кто подключился. А вы нас подключили? Нет, должно быть 7. 7? Сколько еще? Одного участника еще нет. Марина Цан, выйдите, пожалуйста, в эфир. Марина Константиновна, ждем вас. Да, предлагаю начать, выйти. Ускуломская средняя общеобразовательная школа. Там есть возможность позвонить? Видите? Мы здесь. Нажмите, пожалуйста, кнопку «Выйти в эфир». Сверху круглая кнопка. Включить камеру и микрофон. Марина Константиновна. Ага. Отлично. Да. Так, ну, пока у вас только черный экран видно. Может быть, у вас камера закрыта на ноутбуке? Нет, не получится, да? Все видеть. Пока не знаю. Ну, давайте попробуем еще раз. Марина Константиновна, попробуйте Да. выйти из эфира, попробуйте еще, потому что от вас идет только черный экран и не видно. Ну, чтобы мы уже все вместе картинки. Да. Попробуйте, может быть, перезагрузить браузер. Так она пишет, мы здесь. Да, а какие проблемы? Почему-то черный экранчик у нас. А там вот, что камера не включена, выходила у вас. Куда камера наша? Даже не написали «Добрый день». Написали, наверное. Мы здесь только. Скажите, Марина, мы слышим, да, но у вас здесь нет камеры. И посмотрите, какой у меня экран. Сзади фон. Отключите звук. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать общеобразовательные организации Республики Коми. Коллеги, сегодня мы проводим очень важное профессиональное событие для нашего профессионального сообщества. Уважаемые коллеги, сегодня мы присутствуем на публичной презентации программы развития опорных школ Республики Коми. Мы очень рады, что подключились к данной презентации представители муниципальных образований нашей республики. Уважаемые коллеги, это и управление образования, муниципальных образований нашей республики, а также профессиональные образовательные организации. Коллеги, мы приветствуем Воркутинский педагогический колледж. И, конечно, очень важно, что именно муниципальное сетевое сообщество сегодня присутствует на данной профессиональной публичной презентации. Ну а в нашей студии, уважаемые коллеги, присутствуют эксперты. Это команда Комреспубликанского института развития и образования, которая в течение уже недели
работала вместе с опорными школами, проводила экспертизу проектов каждой школы. И, конечно, очень важно, уважаемые коллеги, что сегодня каждая опорная школа представит программу развития, проект, который рассчитан будет на 3 года. Да, в рамках нового положения о опорных школах миссия опорных школ связана, конечно же, с формированием качественного методического пространства, которое в настоящее время рассматривается именно как одна из очень важных задач для развития системы образования республики. Но в центре внимания, конечно, наши обучающиеся. И в рамках проектов, которые сегодня будут представлены, мы увидим то целеполагание, которое определяет, конечно же, целеполагание национального проекта образования. Это повышение качества образования и формирование духовно-нравственной и социально ответственной личности. Коллеги, я хочу представить наших экспертов. Можно на широкий экран всех? Сейчас нас покажут всех. Не понял, да. Итак, уважаемые коллеги, в нашей студии сегодня присутствуют. Это представители нашего института. И также, уважаемые коллеги, очень важно, что наши представители, наши сотрудники подключены и онлайн. Итак, это Мария Анатольевна Габова, проректор по научно-методической работе нашего института. Это представители Центра непрерывного повышения профессионального мастерства, а именно заведующие кафедрами нашего института. И, конечно, представители Центра сопровождения программ и проектов нашего института. Светлана Анатольевна Ныркова и Торлопова Елена Анатольевна. Уважаемые коллеги, вот в таком пространстве мы сегодня работаем, экспертном, профессиональном. С точки зрения регламента, уважаемые коллеги, мы очень рады, что в рамках нашей онлайн-презентации мы видим команды образовательных организаций. Мы знаем, какую качественную работу вы уже провели. Мы получили 7 программ развития каждой образовательной организации. И в рамках данных программ развития, конечно, проектное основание является тем целеполаганием, которое сегодня будет представлено именно как результат, который мы должны все вместе достичь уже через 3 года. Итак, по регламенту, уважаемые коллеги, презентация программ, проектов 17 минут и далее ответы на вопросы. Коллеги, кто с нами работает? Вы можете тоже вопросы задавать. Я думаю, что публичная презентация как раз и интересна, и важна, когда идет действительно профессиональный диалог, позволяющий нам вместе выстроить именно нашу профессиональную коммуникацию. Итак, уважаемые коллеги, мы поздравляем опорные школы с данным этапом публичной презентации проектов программ развития опорных школ Республики Коми. Уважаемые коллеги, мы вас всех видим. Спасибо, что вы вышли с нами на связь. У нас сегодня есть именно такая возможность увидеть все команды, это очень важно. Но сейчас, уважаемые коллеги, мы работаем по нашему регламенту. Итак, уважаемые коллеги, Иван Владимирович Кремер, вы с нами, Иван Владимирович, мы вас видим, представляет программу «Проект деятельности гимназии имени Пушкина, город Сыктывкар». Иван Владимирович, передаем вам слово. Просим вас включиться в нашу работу. Спасибо. Да, мы вас слышим. Ага, хорошо. Можно ли мне презентацию мою подвинуть? Подвинуть, еще секунду. Ага, спасибо. Все, да, можно начинать? Да, можно. Пожалуйста. Угу. Еще раз добрый день всем присутствующим, тем, кто смог подключиться. Гимназия имени Александра Сергеевича Пушкина представляет свою программу, свой проект в рамках деятельности статуса опорной школы Республики Коми.
Когда мы говорим о том направлении деятельности, которое мы для себя выбираем в рамках статуса опорной школы, мы, конечно же, обращаем внимание на основные тенденции развития в целом системы образования, определяем и прислушиваемся к тем направлениям государственной политики в системе образования, которые выделяют основные векторы, направления, в рамках которых мы сегодня с вами существуем. Поэтому в данном случае мы в первую очередь ориентируемся на те нормативно-правовые акты, нормативно-правовые документы федерального уровня, определяем их основные задачи, которые ставятся перед каждым образовательным учреждением в рамках всего государства. Мы определяемся с теми нормативно-правовыми документами, которые определяют нашу деятельность на региональном, на муниципальном уровне. Мы учитываем те основные тенденции и особенности, в данном случае, нашей муниципальной системы. Мы определяем те векторы развития, которые совместно с нами определяются нашим управлением образования. Мы рассматриваем те предложения и те вопросы, которые оказываются в рамках методической, консультационной помощи со стороны муниципального учреждения дополнительного образования, Центра развития образования. Конечно, мы прислушиваемся к тем рекомендациям, советам, которые приходят от нашего регионального координатора, которым выступает Коми-Республиканский институт развития образования. Исходя из всего вышеперечисленного в рамках деятельности гимназии Пушкина в статусе опорной школы, мы определяем для себя основное направление на будущие 3 года. Это построение модели многопрофильной школы на уровне основного и среднего общего образования. В данном случае, когда мы выделяем основное направление, конечно же, мы определяем и анализируем, чего нам уже удалось достигнуть, какие результаты нашей деятельности в предыдущие 3 года, когда мы были в рамках этого проекта «Опорная школа Республики Коми», того, что нам уже удалось достигнуть. И очень коротко, уважаемые коллеги, мы можем констатировать, что гимназия имени Александра Сергеевича Пушкина показала за эти 3 предыдущих года реализации своей программы участие фактически во всех основных приоритетных направлениях. И не буду долго останавливаться на основных достигнутых результатах, вы их можете увидеть. Лишь здесь можно сказать, что основными направлениями, которые выбрала для себя гимназия Пушкина в предыдущие 3 года, это было направление качественной подготовки обучающихся в соответствии с установленными требованиями. И результаты этой деятельности вы можете видеть на слайде презентации. Мы говорим о таком важном для нас направлении, как обеспечение современной образовательной среды, что было сделано в гимназии, какая поддержка со стороны управления образования, со стороны Коми-Республиканского института развития образования в том числе была сделана. Мы говорим о реализации важного и стратегически обозначенного направления воспитания, социализации учащихся, и вы видите, какие результаты были достигнуты гимназией Пушкина в этот период. Но, естественно, мы не можем не сказать о таком важном для нас направлении, как профессиональное развитие педагогических кадров. И в этом направлении мы видим, что гимназия имени Александра Сергеевича Пушкина тоже достигает определенных результатов. В статусе опорной школы наша образовательная организация участвует в разнообразных проектах на федеральном уровне, на региональном, на муниципальном уровне. Часто становится площадкой по апробации, например, апробации новых федеральных государственных образовательных стандартов, по апробации отдельных технологий. И чтобы долго не останавливаться, можно лишь упомянуть тот последний федеральный проект, в котором приняла участие гимназия Пушкина, это школа новых технологий. Преодолев успешно, справившись с основными этапами этого проекта, в результате мы говорим о том, что на базе гимназии Пушкина с августа 2021 года существует и действует школьный кванториум, первый в Республике Коми, тот образовательный ресурсный центр, который позволяет нам в полной мере реализовывать и основные образовательные программы, и программы курсов неурочной деятельности, программы дополнительного образования. Таким образом, уважаемые коллеги, мы говорим о том, что, анализируя предыдущий этап развития, мы видим существенный рост, стимул развития нашей образовательной организации и
учитывая те тренды, те особенности образовательной системы, направления образовательной деятельности, мы и вышли на то направление, которое выделили в качестве приоритетного в последующие 3 года в рамках продолжения деятельности в статусе опорной школы. Если говорить о нашей системе, и ту модель, которую мы хотим вам сегодня представить, которую мы планируем реализовывать, это модель построения многопрофильной школы. В данном случае мы понимаем, что миссия нашего проекта – это создание действительно многопрофильной школы, которая позволит в полной мере удовлетворить образовательные процессы всех участников образовательных отношений. Мы понимаем с вами, уважаемые коллеги, что здесь мы подразумеваем и наших учащихся, и гимназия может предоставить все необходимые векторы, направления развития, все ресурсы для того, чтобы каждый учащийся нашел себя, нашел то, в чем он успешен, и попробовал то, что ему нравится, что его привлекает. Кроме этого, мы говорим о необходимости учета запросов, образовательных потребностей наших родителей, с которыми мы тоже должны уметь вести диалог, учитывать их образовательные запросы. Ну и, конечно же, наших уважаемых коллег, которые сегодня трудятся в гимназии имени Александра Сергеевича Пушкина, достигают высокого уровня профессионального мастерства, становятся кураторами, наставниками наших обучающихся. И в данном случае мы говорим, что многопрофильная школа должна учитывать интересы всех участников образовательных отношений в интеграции всего образовательного комплекса, который должен включать в себя не только учебный процесс, но и активную внеурочную деятельность с привлечением системы дополнительного образования. Конечно же, и учитывая те направления, особенности развития, это и важное значение сегодня приобретает воспитательный процесс. Именно интеграция интересов всех участников образовательных отношений, интеграция всего комплекса образовательного процесса и является той основой, той моделью многопрофильной школы, которую мы и пытаемся, хотим, вернее, реализовать. Таким образом, цель нашей программы, нашего проекта реализации – это формирование и реализация на базе гимназии имени Александра Сергеевича Пушкина модели многопрофильной школы на уровне основного общего и среднего общего образования. Поскольку мы говорим с вами о тех направлениях, трендах, векторах развития образования, то можно увидеть, что сегодня идея многопрофильной школы находит свое отражение в новых стандартах, которые с 1 сентября 2022 года прочно войдут в нашу жизнь. Это и учет запросов участников образовательных отношений, это и те новые материально-технические условия, материально-техническая база, которая сегодня пополняется, расширяется, дает нам новые возможности реализации. Поэтому, на наш взгляд, эта идея и эта модель, которую мы хотим реализовать, достаточно актуальна сегодня и требует детальной проработки и своей успешной реализации. Если мы говорим с вами о программе, о проекте, то действительно мы должны выделять основные этапы. На слайде презентации, уважаемые участники, вы видите основные этапы нашей деятельности в рамках ближайшего 3-летнего развития. Если говорить о содержании каждого этапа, например, на подготовительном этапе должен пройти большой комплекс аналитической деятельности. Мы должны проанализировать и все запросы, и все условия, и материально-техническую базу, которую мы имеем на сегодняшний день, да, чтобы определить те дефициты, определить те направления, которые нам необходимо будет еще реализовать для того, чтобы уже с сентября 2022 года в рамках следующего этапа, это первый год реализации модели многопрофильной школы, чтобы войти с 1 сентября 2022 года успешно и подготовлено к реализации данной программы. Мы выделяем отдельно каждый год реализации модели построения многопрофильной школы, потому что предполагаем по завершению первого года реализации модели этап промежуточного анализа и возможного проведения коррекции тех учебных планов, тех образовательных программ, системы внеурочной деятельности, дополнительного образования с целью максимального удовлетворения запросов
образовательных, которые появляются и формируются уже в ходе нашей деятельности. На основании этапа промежуточного анализа и коррекции будет построен уже второй год реализации данной модели, и по итогам 2 лет мы предполагаем составление сводного общей модели многопрофильной школы, которая, возможно, получит свое реальное воплощение и возможность масштабирования данной модели. Понятно, что на всех этапах реализации программы мы предполагаем обобщение, трансляцию, диссеминацию нашего накопленного опыта, как и в целом всей модели, так и отдельных его направлений, тех успехов, которые мы будем достигать, чтобы этот успех мог быть транслируемым и используемым в практике других образовательных организаций. Если говорить о основных механизмах, направлениях деятельности, которые мы для себя определяем, первое, для нас наиболее проблемное поле – это нормативно-правовое поле деятельности, в рамках которых нам необходимо будет создать соответствующую нормативную базу по вопросам организации профильной школы, в первую очередь с вопросами дальнейшего его освещения на официальном сайте гимназии имени Александра Сергеевича Пушкина, составление всех локальных актов, например, по процедурам конкурсного отбора, чтобы вся нормативная база, которую мы создаем, соответствовала всем федеральным стандартам, федеральному закону об образовании, чтобы все учащиеся могли, и родители, законные представители, могли быть ознакомлены и использовали те документы, на основании которых мы предполагаем нашу деятельность. Это и формирование учебных планов, это с учетом всех интересов всех участников образовательных отношений, это и отдельные курсы внеурочной деятельности, которые тоже должны быть соответствующим образом оформлены. Это и формирование индивидуальных учебных планов для учащихся по профильным направлениям. Гимназия имени Александра Сергеевича Пушкина имеет опыт составления таких индивидуальных учебных планов на уровне среднего общего образования. На данный момент 100% учащихся 10-11 классов реализуют эти индивидуальные учебные планы. Такие же учебные планы мы планируем создать и на уровне основного общего образования. Понятно, что для нас очень важными результатами этой деятельности будут анкетирование всех участников образовательных отношений, учет интересов и возможное проведение коррекции с целью максимального достижения образовательного результата. Второй механизм, второе направление, которое мы для себя определяем, это образовательное направление. В данном случае мы говорим, что это организация учебного процесса с учетом тех трендов, тех тенденций, которые на сегодняшний день существуют в политике образования. Это осуществление образовательной научной коллаборации, это задействование тех ресурсных возможностей, которые имеются у нас в городе Сыктывкаре. Это и сотрудничество с предприятиями градообразующими, это и сотрудничество с высшим профессиональным образованием, это сотрудничество с региональным центром поддержки одаренных детей, с которым на сегодняшний день мы уже находимся в тесном контакте. Ну и понятно, что это и организация на уровне муниципалитета, методической площадки, пилотной площадки, участие в различных проектах. Третьим направлением, которое мы для себя выделяем, это, естественно, воспитательное направление. И, уважаемые коллеги, на слайде вы можете видеть те векторы, те направления, которые мы для себя выделяем. Это и реализация программы воспитания, это и воспитательная коллаборация и деятельность, сотрудничество с предприятием МОНДИ, это и сотрудничество с Центром дополнительного образования детей «Успех», который на сегодняшний день уже реализует свои программы дополнительного образования, и мы планируем дальнейшее сотрудничество и возможное расширение этого сотрудничества. Это точно так же и участие в качестве муниципальных методических площадок, пилотных площадок, в рамках отдельного направления, в рамках отдельных направлений воспитательной деятельности. Вот
те три направления, те три формы деятельности, которые мы для себя определили. Для того, чтобы успешно реализовать ту программу, которую мы сегодня вам представляем, мы должны определиться с теми условиями реализации программы, которые нам необходимы. Во-первых, для нас очень важную роль играет кадровый потенциал. И здесь мы можем с уверенностью говорить, что наши педагоги являются победителями, призерами муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов, являются руководителями, активными участниками городских, республиканских методических объединений, ежегодно проходят повышение квалификации, ежегодно становятся экспертами республиканской предметной комиссии по проверке основного и единого государственного экзамена, ежегодно повышают свою квалификацию. Кроме того, мы говорим, что наш кадровый состав, он динамичен, и можете видеть в статистике, представленной на слайде, насколько меняется и обновляется на сегодняшний день наш кадровый состав. Вторым необходимым условием реализации программы мы для себя определяем это материально-техническую базу. И здесь, конечно же, мы не можем не сказать, что участие в федеральном проекте «Школьный кванториум» пополняет нашу ресурсную базу, возможности нового здания, в которое гимназия вошла в прошлом учебном году, дают возможность для широкого поля деятельности и реализации той программы, о которой мы сегодня с вами, уважаемые коллеги, говорим. Если говорить о планах реализации, то в самой программе представлены планы на 3 года реализации. Здесь в качестве примера представлен план первого года реализации. Это самый главный для нас период, поскольку здесь большую деятельность необходимо провести на подготовительном этапе, на этапе анализа и организации максимальной помощи учащимся, их родителями в выборе профильности, углубленного изучения отдельных предметов. Поэтому отдельными пунктами мы как раз и обращаем внимание на эти направления. Если говорить о реализации программы, то действительно успех реализации программы предполагает и в том числе анализ тех возможных рисков, тех возможных трудностей, с которыми мы можем столкнуться. На сегодняшний день мы можем выделить следующие риски. Наверное, ни для кого не секрет, что кадровая проблема является одним из тех рисков, который может не позволить нам реализовать то или иное направление, и в данном случае мы пытаемся и работаем сегодня, в том числе и с опорным, и работаем с региональным вузом, с Кавказским государственным университетом. Гимназия является площадкой для прохождения педагогической практики, где мы можем наблюдать и для себя определять уже возможных потенциальных будущих наших работников. Мы стремимся и заботимся о систематическом повышении квалификации наших педагогов, проводим ежегодные семинары, курсы повышения квалификации в самых разных ее формах. Второй риск, вторая проблема, которую мы на сегодняшний день для себя можем выделить, это тот факт, что не в полной мере могут быть учтены интересы, те образовательные запросы, потребности учащихся, родителей, в том числе связанные с кадровой проблемой, в том числе связанные с тем, что, возможно, не те курсы внеурочной деятельности мы можем предложить, те программы дополнительного образования не будут востребованы. В этом случае, как выход, мы видим широкую активную работу со всеми участниками образовательных отношений. Мы предполагаем проведение, насколько это будет возможно, фестивалей, ознакомительных программ, освещение на официальном сайте гимназии, который на сегодняшний день является открытым, доступным, на который мы всегда ориентируем наших уважаемых родителей, учащихся, где самая последняя информация всегда выкладывается. Таким образом, уважаемые коллеги, мы можем с вами говорить о том, что на сегодняшний день гимназия имени Александра Сергеевича Пушкина, осуществляя свою деятельность в рамках опорной школы Республики Коми, определяется с таким направлением, как построение модели многопрофильной школы на уровне основного и среднего общего образования. У меня все. Если будут вопросы, Уважаемый Иван Владимирович, отвечу. Спасибо. Благодарим вас за представление вашей программы. Очень важно, что в центре вашего внимания модель построения многопрофильной школы. Мы понимаем, что
все ресурсы, которые вы здесь представили, они сегодня рассматриваются именно как ресурсы не только городского уровня, но и республиканского уровня. Поэтому, конечно, коллаборация как основной элемент построения программы позволяет выйти на тот результат, который вы обозначаете именно как итоговый результат уже к 2024 году. Это очень важно. Уважаемые коллеги, я хочу внимание обратить на наш регламент, и мы позволим себе вам напомнить, что в течение недели на основе протокола мы обязательно проработаем адресно еще с каждой опорной школой те рекомендации, которые, возможно, поступят от экспертов и от нашего профессионального сообщества на основе вопросов. Потому что сегодня коллеги, я уже сказала, подключаются к нам из управления образования, из профессиональных организаций, поэтому мы сегодня будем задавать не так много вопросов. Самое главное, что сегодня в рамках публичной защиты наши коллеги обозначают те программы, которые они разработали, но у нас будет время именно еще для такой адресной работы. Коллеги, я думаю, что вы примете наше предложение, но нам все-таки позвольте, Иван Владимирович, задать все-таки вопросы. Ирина Дмитриевна Новикова, она сопровождает субсидиарные сущности, и у нее возник очень интересный вопрос, который сегодня она вам задаст. Пожалуйста, Ирина Дмитриевна. Спасибо. Иван Владимирович, здравствуйте. Ваша школа, ваша гимназия является уникальной такой образовательной площадкой, и не зря нам присвоен статус «Опорная школа республики», не просто города Сыктывкара, а именно «Опорная школа республики». И вот одно из таких вот направлений вы обязуетесь реализовывать совместно с Институтом развития образования, как повышение профессионального педагогического мастерства педагогов. И какое место занимают, какие мероприятия предусмотрены вашей программой, вот, которые позволят реализовать это направление? Через школьный кванториум? Через школьный кванториум. Вопрос именно о школьном кванториуме, именно как сущности, которая создана в рамках национального проекта. Иван Владимирович, вам слово. Вы уже... Ага, я понял, да. Спасибо большое за вопрос. Ирина Дмитриевна, уважаемые коллеги, в данном случае мы говорим о том, что действительно школьный кванториум является очень важным, ценным ресурсом, на базе которого уже проходят методические объединения учителей физики, химии, биологии. Уже не раз наши коллеги принимали в стенах гимназии имени Александра Сергеевича Пушкина представителей школ города, на котором делились опытом реализации образовательных программ, определяли и показывали, демонстрировали, в том числе с привлечением учащихся, какие проектные работы осуществляются, проводили методические семинары, где рассказывали о том оборудовании, которое представлено в рамках этого федерального проекта с целью для того, чтобы образовательные организации рассмотрели вопрос о целесообразности закупки того или иного оборудования. То есть здесь мы можем говорить о семинарах, которые уже проходят в рамках деятельности муниципальных объединений по предметам. Мы говорим о реализации курсов неурочной деятельности. Это проектная деятельность в том числе реализуется и выступают, в том числе Центр развития образования, выступает в качестве и предлагает в качестве идеи это реализация проектов на базе гимназии имени Александра Сергеевича Пушкина. Да. Спасибо, Иван Владимирович. Да, ваши педагоги уже активно включились в работу онлайн-школы «Точка роста» благодаря выступлениям и Анны Ананьевны, помню, по физике учителя, да, Ольги Олеговны, так, и Шорохова Юрия Васильевича, да, педагоги ознакомились с методикой работы нового цифрового оборудования. Но вот меня интересует еще такой вот вопрос. Сможете ли вы обеспечить проведение стажировки, очной стажировки на вашей площадке? В данном случае, Ирина Дмитриевна, этот вопрос нам необходимо, наверное, решать совместно с теми педагогами, которые реализуют программу. Я за них сейчас, к сожалению, ответить не могу. Я думаю, что мы можем с вами совместно организовать встречу с педагогами, которые могут рассмотреть эту возможность и предложить уже практические советы, рекомендации в рамках вашего... Спасибо, Иван Владимирович. Очень важно, что вы готовы работать на уровне республики. И, конечно, ваш опыт сегодня транслируется
на уровне республики, как именно опыт, который позволяет нам продемонстрировать, показать, как выстраивается работа внутри образовательной организации. И действительно, вы всегда стремитесь развиваться и вести за собой весь коллектив, поэтому очень важно, что вы сегодня, представляя программу, говорили именно о команде вашей организации, о всем коллективе. Спасибо большое. Спасибо, коллеги. Уважаемые коллеги, можете вопросы задавать в нашем чате, мы их зафиксируем и далее обязательно передадим опорной школе для того, чтобы сформировать общий протокол и обозначить именно и вашу заинтересованность как основание для тех рекомендаций, которые будут обязательно рассмотрены вместе с опорной школой. Уважаемые коллеги, мы передаем слово Анне Станиславовне Шарковой. Анна Станиславовна, просим вас подключиться. Видим вас. Передаем вам слово. Мы не слышим, Анна Станиславовна, мы вас не слышим. Я думаю, что теперь меня слышно. Да, все хорошо, да, спасибо. Передаем вам слово. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, добрый день. Представление программы деятельности Уфтинского технического лицея в качестве опорной школы я хочу начать со знакомства с неким учеником Иваном. Еще раз здравствуйте. Уважаемые коллеги, как вы уже поняли, данный короткий ролик мы смонтировали для того, чтобы именно таким образом обозначить ту проблему, над решением которой коллектив Уфтинского технического лицея планирует работать в качестве опорной школы. Термин «функциональная грамотность» возник более полувека назад. В 1957 году речь шла о базовых навыках чтения, счета и письма, которые позволяли человеку решать простейшие задачи, связанные с функционированием в социуме. Сегодня под функциональной грамотностью понимается способность человека использовать знания, приобретенные навыки для решения самого широкого спектра жизненных задач. В настоящее время тема формирования функциональной грамотности школьника приобрела особую актуальность. Она обсуждается на разных уровнях, ведется работа по созданию заданий, способствующих формированию и развитию функциональной грамотности, а также ее оцениванию. Для педагогов проводятся многочисленные вебинары. Тем не менее, единой системы, единых методических рекомендаций на данный момент не сформировано. Давайте познакомимся с документами, которые регламентируют данный вопрос. Они представлены на слайде. Хочется обратить внимание, что федеральный государственный образовательный стандарт, по которому все мы будем работать с сентября 2022 года, в целях обеспечения реализации программы основного общего образования указывает на необходимость создания в образовательной организации условий, обеспечивающих возможность формирования функциональной грамотности обучающихся. В примерных рабочих программах ряда предметов, в частности русского языка и математики, приоритетными целями обучения предметов указано формирование разного вида функциональной грамотности. В 2020 году обучающиеся лицея приняли участие в международном исследовании ПИЗа, где оценивается главным образом способность использовать полученные знания, умения и навыки для решения самых разных жизненных задач. Основные направления исследования – это читательская грамотность, математическая и, естественно, научная. Обучающиеся лицеи показали в исследовании следующие результаты. Это отсутствие уровня сформированности умений по всем видам грамотности ниже базового. Количество обучающихся, у которых сформирован высокий уровень умений по всем видам грамотности, выше, чем в среднем по Российской Федерации.
Большое количество обучающихся демонстрирует высокий уровень сформированности математической грамотности. На основе данных исследования можно сделать вывод, что педагогами лицея работа по формированию функциональной грамотности обучающихся проводится. Однако внутренний анализ показал, что работа ведется интуитивно, основывается на содержании всероссийских проверочных работ по предметам, тенденциях, которые прослеживаются в обновлении КИМа в государственной итоговой аттестации. Я говорю о тех изменениях, которые нацелены на практическое применение выпускниками полученных знаний. В целом по лицею отсутствуют единые подходы к формированию функциональной грамотности. Не все учителя используют в своей работе задания, способствующие ее формированию. Исследование ПИЗа оценивает сформированность 3 основных видов грамотности. В настоящее время выделяют 6 составляющих функциональной грамотности. Это математическая грамотность, читательская, естественно-научная, финансовое, критическое мышление и глобальные компетенции. Основываясь на результате, которые показали наши учащиеся по результатам исследования, проведя анализ имеющихся ресурсов, мы в своей деятельности будем делать акцент на выработку системы формирования математической грамотности, что, конечно, не исключает работу и с остальными компонентами, поскольку, безусловно, они взаимосвязаны между собой. Основной своей целью мы видим создание системы в рамках своего учреждения, которую мы сможем в качестве готового продукта транслировать в другие образовательные организации. Все мы понимаем, что ожидать от ученика достаточного умения применять знания того или иного предмета в жизни на практике следует только в том случае, если его педагог сам в полной мере понимает проблему функциональной грамотности и владеет такими техниками обучения, которые ее эффективно развивают. Именно на плечи учителя возлагается ответственность за то, чтобы следующий абстрактный выпускник Иван умел применять те предметные знания, которые получил в жизни, для решения жизненных ситуаций. Большую часть времени, отведенного на реализацию программы, работа будет проводиться внутри лицея. На последнем этапе мы планируем поделиться наработанным опытом теми готовыми продуктами, которые мы обозначили в планируемых результатах с образовательными организациями города и республики. Обобщенным результатом программы будет являться внедрение системы формирования функциональной грамотности обучающихся в работу технического лицея и распространение данного опыта. Для заявленной темы на данном этапе сложно сформулировать количественные показатели, поэтому мы считаем, что показателем эффективности работы выработанной системы будут являться повышение профессиональных компетенций учителей, рост уровня сформированности функциональной грамотности, выявленный по итогам учебного года в сравнении с результатами входной диагностики обучающихся. Практическими результатами деятельности, которые способствуют достижению основного результата, мы видим продукты, которые представлены на слайде. При реализации проекта мы видим определенные риски, основным из которых является возможное неприятие учителям, тем звеном, от которого напрямую зависит уровень владения детьми практическими навыками, планируемых изменений. Иначе может создаться ситуация, как в известном ролике, который в окончании своего выступления я хочу продемонстрировать. Сергей Петрович! Чего тебе ложечки? Чего тебе ложечки? Я просто хотел вопрос задать. Какой еще вопрос? По математике. По математике? Спрашивай. Пошли в магазин покупать гитару. Гитара стоит 30 рублей. Скинули по 10 рублей. Купили гитару и ушли. А продавец смотрит, гитара стоит 25 рублей. Продавец дает 25 рублей, чтобы он догнал друзей и вернул им сдачу. Но одна только 3 рубля, а два спрятал в карман. Задача-то в чем? Задача-то в чем? Раз мальчик отдал только 3 рубля, а два спрятал в карман. Получается, каждый из них потратил не по 10, а по 9 рублей. Ну, естественно. Так, 3 умножить на 9 будет 27. 3 умножить на 9 будет 2 рубля, у мальчика будет 29. 2 рубля, у мальчика будет 29. Где еще 1 рубль? Где еще 1 рубль? Сергей Петрович. Подожди. Рубль, где Сергей Петрович? Рубль, где Сергей Петрович? А? Рубль, говоришь. Рубль. Вот, твой рубль. Спасибо, Анна Станиславовна, за творческий подход в представлении программы развития школы. Да, проект очень важный. И я передаю слово региональному координатору по Республике Коми Марии Анатольевне Габовой.
Мария Анатольевна курирует направление формирования и оценка функциональной грамотности обучающихся педагогов Республики Коми. Мария Анатольевна, вам слово. Анна Станиславовна, добрый день. Уважаемые коллеги, всех приветствую, кто сегодня подключился к нашей презентации проектов опорных школ. Анна Станиславовна, у меня к вам вопрос такой. Принимаете ли вы участие в тех республиканских мероприятиях, которые мы проводим в рамках проекта по формированию и оценке функциональной грамотности? Да, безусловно. В ноябре, если я не ошибаюсь, в конце ноября прошлого года, когда приходили соответствующие письма, мы проводили тестирование учащихся 8 и 9 классов на платформе РЕШ, да, правильно я помню, Российская электронная школа. Брали по одному классу в параллели, и вот те 3 вида грамотности, которые на данный момент задания представлены, проводили с нашими учениками и подводили, собственно, итоги, общались с нашими педагогами, которые проводили данное тестирование на предмет анализа заданий, которые представлены на данной платформе. Поэтому, конечно, работа была начата вот еще в тот период времени. На данный момент мы видим те письма, которые приходят от Института развития образования в части того, что необходимо профессиональному сообществу принять участие в предлагаемых мероприятиях. Поэтому, безусловно, конечно, мы видим сроки и в ближайшее время планируем принять участие. И так как мы выбрали для себя эту тему, безусловно, мы будем активно участвовать во всех проводимых мероприятиях. В том числе мы видели письмо о возможности принятия педагогами участия в конкурсных мероприятиях, представить свои методические разработки. Мы подумаем, возможно, мы действительно будем готовы принять участие и представить те или иные материалы. Да, кроме того, сейчас проходит исследование профессиональных компетенций педагогов в части формирования оценки функциональной грамотности. Хотели бы ваших учителей всех тоже там увидеть. Результаты мы проанализируем и направим затем, да, в муниципалитеты. И, конечно, ваша школа должна принять участие также и в анкетировании самооценки готовности по функциональной грамотности. К сожалению, пока я не видела, что вы в этом участие приняли. Как раз вот эта анкета, она поможет вам более, скажем так, целенаправленно выстроить работу своей опорной школы в качестве вот работы по проекту по формированию оценки функциональной грамотности. Это в качестве рекомендации вам такое пожелание. Да, спасибо большое, но добавлю, что мы, безусловно, эту анкету увидели. У нас запланировано участие всех наших педагогов и административной команды. И именно анализ той анкеты, о которой вы говорите, в том числе позволил нам определиться с теми направлениями деятельности, которые мы заявляем внутри нашей программы. Спасибо. Анкету только руководитель заполняет, учителям не надо. Спасибо, Анна Станиславовна. Благодарим вас за публичное представление вашего проекта. Я еще раз подчеркиваю, что он очень значим. Это одна из важнейших для нас задач, которая стоит перед всеми организациями. Поэтому надеемся, что в дальнейшем результаты проекта будут представлены на республиканском уровне, и вы будете формировать вокруг себя сеть образовательных организаций, которые будут постепенно включаться во все этапы реализации вашего проекта. Мы бы хотели увидеть в качестве ответа на последний вопрос анкеты, что вы готовы транслировать свой опыт на республику. Спасибо. Спасибо, Анна Станиславовна. Всего доброго, успехов. Уважаемые коллеги, мы передаем слово Ольге Михайловне Селезневой, гимназия номер 2, город Инта. Ольга Михайловна, вас видно? Коллеги, добрый день. Добрый день. Скажите, хорошо ли слышно, видно? Да. ли? Да, Ольга Михайловна, очень хорошо слышно, видно. Пожалуйста, вам слово. Спасибо. Итак, добрый день, уважаемые коллеги, участники большого профессионального события, презентации программы проектов деятельности опорных школ Республики Коми. В конце 2021 года опорные школы нашего региона получили старт для нового этапа своего развития, что определено приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 26 ноября 2021 года, номер 740. Актуальность продолжения реализации проекта «Опорная школа в Республике Коми» обусловлена перспективными направлениями развития современной системы российского образования, которые лежат в основе указа президента Российской Федерации о национальных целях и стратегических задачах развития на период до 2024 года.
Переход к постиндустриальному обществу актуализирует поиски средств и технологий, обеспечивающих ориентацию человека в динамически изменяющемся мире. Социокультурная ситуация в стране и мире постоянно порождает новые тенденции развития образования в контексте вызовов настоящего времени. И в связи с этим путь повышения ценности образования и, соответственно, интереса детей к обучению состоит в создании новой школьной практики, которая была бы адекватна современной культуре. Такой новой практикой является... Ой, кто-то листает мои слайды. Так, сейчас, секундочку. Такой новой практикой является внедрение в образовательную деятельность гимназии программы «Опорная школа», пространство функциональных и социально-культурных возможностей на период 2022-2024 года. Программа коррелируется с обозначенными в указе президента Российской Федерации национальными целями и стратегическими задачами. Об этом документе я чуть выше упоминала. Данную программу гимназия в моем лице презентует сегодня на уровне республики. Я сразу хочу сказать, что в презентацию не включена аналитическая часть, с ней можно подробно познакомиться в разделе «Опорная школа» на официальном сайте гимназии. Ссылки на все необходимые документы будут даны на предпоследнем слайде презентации. Практическая реализация задач образовательной политики возможна посредством создания особого пространства образовательной организации, которое должно осуществлять гуманистическое воспитание, ориентированное на общечеловеческие ценности, как основу миропонимания, оказать помощь учащимся сформировать, а затем удовлетворить свои образовательные потребности и запросы, создать условия для гармоничного развития личности. Организованное эффективное взаимодействие всех участников образовательных отношений, созданное к настоящему периоду и обогащаемое в будущем в ходе реализации программы «Среда гимназии», способны пробудить в учащихся стремление актуализировать собственные ресурсные возможности. В реализации программы положены приоритетные направления развития федеральной и региональной отрасли образования. Это и обновление содержания общего образования, реализация обновленных ГОС, это интеграция методологии функциональной грамотности в образовательную деятельность, модернизация модели школы полного дня, обновление содержания практик воспитания, разработка механизмов вовлечения учащихся в активную социальную практику, разработка механизмов вовлеченности родителей в образовательную деятельность, внедрение программ повышения квалификации педагогических работников и цифровизация образовательной среды. Все вышеперечисленное определяет три основных направления реализации программы деятельности опорной школы на последующие 3 года. Эти направления мы назвали следующим образом: пространство «Точка профессионального роста», пространство воспитания и классное руководство, пространство творческая и социокультурная среда. Основная цель программы – создание условий для развития функционального и социокультурного потенциала учащихся как ключевого фактора достижения современного качества образования. Программа реализуется через комплекс задач, который направлен на достижение результатов по основным направлениям, которые только что были обозначены. И к этим задачам мы относим следующее. Мы предполагаем оснастить образовательное пространство для внедрения мероприятий, направленных на организацию диалога, проб самостоятельности учащихся и освоения ими жизненно важных навыков и рефлексии. Повысить профессиональный уровень педагогических работников, в том числе в вопросах формирования функциональной грамотности и социокультурных компетенций, обогатить практику образования инновационным содержанием, разработав тем самым элективные курсы, программы дополнительного образования в неурочной деятельности, направленные также на формирование функциональной грамотности, скорректировать воспитательную систему и формы организации детско-взрослых отношений, обеспечить учащимся поддержку в развитии, самоопределении, самореализации, расширить и укрепить внешние связи, транслировать инновационный опыт с помощью развития сетевого взаимодействия с образовательными организациями муниципалитета и региона. И вот в качестве сетевых партнеров мы видим
наших уже постоянных партнеров, нашего координатора Коми Республиканский институт развития образования, Сыктывкарский государственный университет имени Екатерины Сорокина, с которым у нас тоже уже на протяжении долгого периода времени сложились и действуют взаимоотношения. Из числа образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования городского округа ИНТА, и республиканские образовательные организации, часть из которых являются опорными школами, а с частью из которых у нас уже есть опыт взаимодействия, либо возможности такого взаимодействия уже так или иначе обсуждались. Разрешите кратко представить основные направления, которые лежат в основе программы деятельности опорной школы. Итак, направление пространства профессионального роста. Данное направление реализуется через систему мероприятий, связанных с обновлением федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и развитием навыков функциональной грамотности. Направление реализуется через сеть мероприятий, таких как муниципальные методические совещания, круглые столы по вопросам обновления федеральных государственных образовательных стандартов, дни функциональной грамотности, деятельность городских методических объединений по созданию базы заданий по функциональной грамотности, разработка программ внеурочной деятельности также по этому направлению, марафон открытых уроков, реализация программы повышения профессиональной компетенции педагогических работников в области функциональной грамотности. Это направление мы, безусловно, планируем реализовывать совместно с Коми Республиканским институтом развития образования. Проведение стажировок на базе опорной школы, но, безусловно, проведение стажировок будет возможно только в свете текущей ситуации по обстановке, да, эпидемиологической, которая у нас сейчас на данный момент не очень благоприятная, но перспективу мы такую в любом случае закладываем. А также проведение муниципальных этапов конкурсов профессионального мастерства «Учитель года. Сердце отдаю детям» на базе опорной школы. Направление второе – это пространство воспитания и классное руководство. Оно связано с пониманием процесса воспитания как способа, как пространство проб самостоятельности учащихся, педагогических ситуаций диалога, выбора и проявления ответственности. Пока мы заложили такие мероприятия, через которые будет данное направление реализовываться, это родительский час, классный руководитель, ключевое звено организации воспитательной деятельности, что предполагает распространение опыта деятельности классных руководителей на уровне муниципалитета и региона, тем более, что в этом направлении у гимназии уже сложился достаточно большой опыт. И мероприятия разновозрастной коммуникации, которые в самой программе, они прописаны уже более детально. Направление третье – это пространство творческая и социокультурная среда. Оно является продолжением реализуемых в период 2019-2021 годов направления опорной школы, развитие и поддержка талантов и социальная активность. Данное направление реализуется через следующую сеть мероприятий. Рукопомощи. Данные мероприятия мы понимаем как популяризацию волонтерства через проведение проектов, которые направлены на улучшение экологии, чистоты, добрососедских отношений, заботе о социально незащищенных слоях населения. Коммуникационная площадка – это мероприятие, которое предполагает организацию площадки для коммуникации учащихся 10-11 классов с представителями бизнеса, власти, общественности для формирования представлений молодежи о возможностях самореализации в родном городе и в родном регионе. Также сюда мы отнесли мероприятие культурно-образовательного проекта «Культура для школьников», который широко реализуется в Республике Коми. Мы продолжаем традицию разработки и внедрения мероприятий патриотической направленности, это уроки мужества и памяти. Также это фестивали «Музыка без границ», «Поэзия без границ» и профильные лагеря, театральный калейдоскоп и лингвистический калейдоскоп. Безусловно, что эти мероприятия тоже по возможности, наверное, необходимо будет переводить в дистанционный формат, потому что пока такой возможности встречаться все вместе и проводить вот такого рода популярные на уровне муниципалитета мероприятия мы не можем. Реализация программы предполагает 4 этапа.
Первый этап – это организационно-прогностический, и он обеспечивает разработку локальных актов, регламентирующих деятельность опорной школы, гимназии в статусе опорной школы, проведение презентационных мероприятий по реализации программы на уровне муниципалитета и региона и разработку модели сетевого взаимодействия в рамках реализации мероприятий программы. Содержательный этап обеспечивает разработку сети мероприятий, согласование календаря событий и экспериментальную реализацию данного календаря, промежуточный мониторинг эффективности организационно-управленческого сопровождения реализации программы деятельности. Внедренческий этап обеспечивает реализацию программы на муниципальном, а затем региональном уровне, проведение образовательных и методических событий, их освещение в средствах массовой информации и на официальном сайте, внесение изменений и дополнений в ежегодную циклограмму событий программы, подведение предварительных итогов реализации календаря событий, ежегодный анализ деятельности с последующим его размещением на официальном сайте гимназии в разделе «Опорная школа», издательскую деятельность, опыт, который мы тоже имеем, поскольку в период деятельности опорной школы в 2019-2021 годах мы выпустили 2 методических сборника, 3-й у нас вот сейчас скоро будет готовиться также к выпуску. Ежегодное представление промежуточных результатов реализации программы в рамках муниципальных и региональных мероприятий также относится к этому этапу. И по возможности мы планируем расширять состав участников сетевого взаимодействия, понимая, что в сеть, конечно же, с самого начала, наверное, далеко не все смогут включиться, ну, кого мы запланировали и кого я сегодня обозначила. И 4-й этап рефлексивно-аналитический, это этап, на котором предполагается рефлексия и анализ деятельности, подведение итогов реализации программы и интеграция опыта и результатов в образовательную систему муниципалитета и республики. Если говорить о мероприятиях, которые обеспечивают механизм внедрения программы, то в общем обобщенном перечне это следующие мероприятия: создание рабочих групп по сетевому взаимодействию, разработка нормативно-правового обеспечения взаимодействия, заключение договоров, координация ежегодных планов взаимодействия, проведение установочных семинаров, в том числе в дистанционной форме, разработка программных продуктов, это обновление образовательных программ, рабочих программ учебных предметов, программы воспитательной деятельности и внеурочной деятельности. Это публикация методических сборников, организация консультирования участников сетевого взаимодействия, в том числе в дистанционной форме, организация проведения стажировок по направлениям программы, опять же, по мере возможностей и ситуации, а также организация проведения методических и творческих мероприятий по направлениям программы деятельности. В настоящий момент в гимназии созданы достаточные кадровые, информационно-методические и технические условия для реализации заявленной программы деятельности. Однако, несмотря на достаточность этих условий, все-таки есть определенные риски, ну и при наличии, конечно, определенных возможностей и сильных сторон, сложившихся на сегодняшний день. Вашему вниманию я представляю свод-анализ, который дает понимание определения стратегии реализации программы деятельности. А к сильным сторонам, если говорить о внутренней среде, мы относим наличие специалистов, которые готовы к творческой деятельности по реализации мероприятий программы. И это прежде всего те специалисты, которые являются членами команды, которые разрабатывали вместе со мной эту программу. Таким образом, в гимназии есть опыт проектной инновационной деятельности. Ну, зачитывать, наверное, я все особенности не буду. Они здесь представлены. Они представлены также и в самой программе, с которой вы можете познакомиться на сайте. Она там уже размещена. Ну, а вот говорить о угрозах, наверное, я согласна уже и с тем, что сказал Иван Владимирович относительно того, что самая главная наша угроза – это отток кадров. Тем более из наших северных городов, из Инты и Воркуты, эта тенденция, она наблюдается как слишком серьезная. Но, тем не менее, к нам приходят молодые специалисты, и говорить о том, что кадровый вопрос уж совсем никак не решается, наверное, нельзя. То есть мы
принимаем также практикантов, мы организуем проведение практики на базе гимназии, ну и таким образом пытаемся вот эту самую серьезную, наверное, угрозу решать. На предпоследнем слайде, как я вам говорила, я полагаю, да, что презентации опорных школ будут доступны к скачиванию. Можно будет посмотреть через эти ссылки раздел опорной школы на нашем сайте. И вот первые 4 документа, которые здесь представлены на скриншоте, на слайде, они уже являются активными. И также в разделе опорной школы вы можете найти календарь событий, который мы вели ежегодно, завели уже и на этот календарный год. Поэтому все, что происходит в гимназии, да, все, что делается в гимназии в рамках опорной школы, мы активно освещаем, мы открыты к сотрудничеству и готовы также плодотворно работать в ближайшие 3 года, как отработали 3 года предыдущих. Коллеги, спасибо за внимание. Если у вас есть ко мне вопросы, я готова выслушать и ответить на них. Ольга Михайловна, благодарим вас за успешную публичную презентацию. Конечно, нам очень важно, что в течение предыдущих лет вы уже продемонстрировали себя как ресурсный центр не только на уровне муниципалитета, но и на уровне республики. Действительно, во все государственные задачи, которые определены через именно задачи опорных школ, вы отрабатываете на уровне школы, на уровне муниципалитета, на уровне республики именно как школа, как ресурсный центр, как методический центр. Поэтому вот такая многозадачность, которая в рамках вашего проекта определена как именно основа каждого вашего подпроекта, пространства, как вы определяете, это, конечно, очень важный единый результат работы, который определяет именно ваше видение формирования единого профессионального пространства. Ольга Михайловна, очень важный вопрос и, может быть, даже как профессиональный совет опорным школам. Вы сегодня действительно себя демонстрируете как профессиональный методический ресурсный центр республиканского уровня. И мы с коллегами обсудили, что в прошлом году вы принимали участие в более чем 20 мероприятиях республиканского уровня, демонстрируя опыт школы, ваших коллег и даже ваших обучающихся. То есть это единое пространство. Каким образом опорным школам выйти вот на этот результат? Демонстрация своего опыта как опыта опорной школы на уровне республики. Ну, я полагаю, наверное, это преимущество образовательной организации, которая удалена от центра, которая находится в небольшом городе, и мы параллельно вынуждены решать сразу несколько задач, вовлекать в образовательное пространство всех участников образовательных отношений, реализовывать сразу множество направлений. Что-то, конечно, получается, что-то не получается, но я полагаю, что здесь, наверное, самое главное – это желание большей части коллектива не стоять на месте, демонстрировать то, что мы умеем, и готовность к дальнейшему развитию, потому что на самом деле мы понимаем, что быть опорной школой для нас большая честь, поэтому мы с готовностью всегда откликаемся на любые предложения, которые поступают от Коми Республиканского института развития образования, от наших сетевых партнеров. Мы никогда не отказываем в помощи муниципальным образовательным организациям. Поэтому, я думаю, наверное, это позволяет нам держаться на плаву, и благодаря этому нас считают взаимовыгодными, можно так сказать, партнерами в развитии системы образования и муниципальной, и региональной. Спасибо, Ольга Михайловна. Очень важно, что вы сформировали профессионально-мотивационное пространство внутри организации. И, конечно, готовность вас, вашей команды принимать участие в республиканских мероприятиях
вместе организовывать те события, которые становятся важными для всех педагогов, конечно, это результат именно управленческой деятельности. Поэтому благодарим вас и, конечно, сохраняйте свой коллектив, формируйте то пространство, которое позволяет развиваться. И действительно, стратегия развития ИНТы как муниципальное образование сегодня предполагает очень много инновационных инфраструктурных проектов, поэтому я думаю, что мы сегодня будем осознавать, что у вас будущее есть, и ваша школа должна действительно сегодня стимулировать всех субъектов образовательных отношений вот этому процессу развития. И ваших обучающихся, ваших выпускников, чтобы они возвращались в эту, и чтобы действительно ваша школа, ваш муниципалитет стал территорией успеха. Успехов вам лично в том числе. Спасибо большое. Спасибо, Галина Владимировна, спасибо большое, коллеги. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы передаем слово Татьяне Валерьевне Кудряшовой, средняя общеобразовательная школа номер 23, город Воркута. Татьяна Валерьевна, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Рада всех слышать. Хочу представить вашему вниманию программу нашей опорной школы «Модернизация естественно-математического и технологического образования». Ну, если сравнить тему проекта нашей опорной школы, которую мы реализовывали в течение последних 3 лет, инновации в школьном естественно-научном и инженерно-математическом образовании, и сопоставить ее с нынешней темой, то можно отметить сходство, да, этих 2 тем. Почему мы решили продолжить, может быть, ну, не совсем, конечно, продолжить, наверное, ту же самую тему, а немножечко ее все же расширить, потому что на базе нашей школы с 1 сентября 2022 года начнет функционирование школьный кванториум. И, безусловно, реализацию 2 таких масштабных проектов проводить очень сложно. Поэтому было принято решение, что на том накопленном опыте, который у нас уже имеется, мы и будем создавать условия для реализации программ в рамках функционирования школьного кванториума. Школьный кванториум как раз призван обеспечить расширение содержания общего образования с целью развития у обучающихся современных компетенций и навыков, в том числе как раз естественно-научной, математической, информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления, совершенствования навыков естественно-научной и технологической направленности, а также повышения качества образования. Создание школьного кванториума предполагает использование приобретаемого материала, оборудования, средств обучения и воспитания для углубленного освоения основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования, внеурочной деятельности, а также программ дополнительного образования, в том числе, опять же, естественно-научной и технической направленности. В связи с этим цель проекта, цель нашей программы, которую мы обозначили, это создание нового образовательного пространства для повышения качества естественно-математического, технологического образования в школе путем рационального использования ресурсов кванториума. Для достижения цели нами обозначены следующие задачи. Это организация образовательной деятельности по учебным предметам естественно-научной и технологической направленности с использованием современного оборудования, средств обучения и воспитания, углубленное освоение и практическая отработка учебного материала по предметным областям естественные науки, математика, информатика и технология, прежде всего по этим, но и, безусловно, по другим предметным областям. Повышение охвата детей от 5 до 18 лет дополнительным образованием и расширение перечня реализуемых дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности с применением современного оборудования, также средств обучения и воспитания. Проведение профориентационной деятельности с обучающимися, проведение организации участия учащихся в внеклассных мероприятиях, в различных олимпиадах, конкурсах. Ну и, безусловно, это повышение квалификации педагогических работников.
Помимо этого, организация сетевого взаимодействия с образовательными организациями региона и города, с различными высшими учебными заведениями, а также промышленными предприятиями. Ну, если сопоставить задачи, стоящие перед школьным кванториумом, и задачи, которые мы вынесли здесь, можно отметить, что эти задачи перекликаются. Но еще раз повторюсь, поскольку будет создан кванториум, поэтому параллельно, естественно, мы будем реализовывать те программы, которые предусмотрены школьным кванториумом. Ну и перечисленный комплекс взаимосвязанных задач предусматривает следующее направление реализации программы. Это и формирование нового информационного и образовательного пространства школы с учетом требований к созданию, как я уже сказала, кванториума. Это и обновление содержания основных общеобразовательных программ, программ внеурочной деятельности, программ дополнительного образования. Хочу отметить, что обновление учебного предмета технологии будет представлено реализацией модели развития техносферы в рамках предметной области технология, созданием информационно-образовательной среды как средство развития творческого потенциала учителя и ученика, ведением профориентационной работы в рамках курса технологии. Это и научно-методическое, материально-техническое обеспечение проектно-исследовательской деятельности. Сегодня проектно-исследовательская деятельность у нас хорошо организована, опять же, в связи с требованием федерального государственного образовательного стандарта, плюс реализация проекта «Опорная школа» позволила нам организовывать и проектную, и исследовательскую деятельность учащихся. Ну и, безусловно, это внедрение инновационных технологий в образовательный процесс. Хочу отметить, что в рамках реализации опорной школы за 3 года, ну вот, видимо, благодаря еще и реализации других проектов «Цифровая школа», «Эффективная школа», педагоги повысили свое мастерство именно в использовании дистанционных образовательных технологий, а именно вот технологий даже смешанного обучения. Ну и следующее направление реализации программы – это организация профориентационной деятельности, проведение, как я уже говорила, внеклассных каких-то межшкольных мероприятий, организация сетевого взаимодействия школы с общеобразовательными учреждениями города и региона, как я уже сказала ранее. В качестве... Извините, я что-то тут нажимаю, видимо. Так, сейчас я просто... В качестве ведущих инструментов достижения указанных задач определены следующие механизмы. Сетевое взаимодействие представляется сегодня в качестве одного из важных механизмов повышения качества естественно-математического и технологического образования. Оно позволяет усилить ресурсы школы. Безусловно, мы будем использовать ресурсы нашей школы, ну и в частности здесь, да, у нас будут богатейшие ресурсы уже кванториума, ну и плюс еще все-таки за счет использования ресурсов социальных партнеров существенно расширить содержание и перечень образовательных услуг для обучающихся. В основе сетевого взаимодействия будут лежать договорные отношения на взаимовыгодных условиях. Использование механизма популяризации системы естественно-математического и технологического образования обусловлено желанием повысить интерес и повлиять на формирование положительного отношения общественности к инженерным рабочим профессиям. Реализация механизма популяризации естественно-математического и технологического образования видится как в рамках проведения мероприятий, так и в непосредственном использовании и участии средств массовой информации. Информационно-мотивационное сопровождение субъектов естественно-математического и технологического образования предполагается на различных уровнях и этапах принятия решений. На уровне обучающихся мы считаем, что целесообразно обратиться к идее ценности, то есть, ставя перед собой задачу повышения качества естественно-математического и технологического образования, важно мыслить установками обучающихся и говорить с ними на языке их ценностей. Использование ценностного подхода с высокой долей вероятности будет гарантировать формированию у обучающихся умений извлекать из содержания естественно-математического и технологического образования привлекательные смыслы и использовать их при изучении других учебных дисциплин, либо освоении перспективных способов деятельности. Соответствующие ценности могут быть представлены в нескольких аспектах. Я не буду останавливаться на каждом, но вот, допустим, хочу привести познавательный аспект.
познание обучающимися окружающего мира, понимание того, что в основе мироустройства лежат математические и физические законы и закономерности. Ценности в этом аспекте важны прежде всего для тех обучающихся, которые активно стремятся познавать окружающий мир. Подобным образом рассматривается и механизм информационно-мотивационного сопровождения педагогов и родителей. На уровне педагогов школы соответствующая система ценностей может обуславливать их мотивы в получении так называемой педагогической прибыли, выраженной в форме новых образовательных результатов у обучающихся. Это, в свою очередь, может выступить движущей силой для оживления интереса педагогов к поиску путей совершенствования своей деятельности. На уровне родителей возможна мотивация через получение признания в глазах детей технических специалистов высокого профиля, рабочих специальностей посредством организации встреч с представителями данных профессий. Более широкие возможности профессионального выбора и трудоустройства ребенка способствуют повышению уверенности в будущем. Но и последним механизмом является развитие имиджа школы. Ну, это и так понятно, поэтому на данном аспекте, на данном механизме я не буду останавливаться. Каковы же этапы реализации нашей программы? Ну, мы выделяем 3 этапа. Первый – это организационный, может быть, он у нас получился слишком краткосрочным в данной программе. Это всего 2 месяца. Мы обозначили пока здесь январь-февраль. Анализ и диагностика уровня естественно-математического и технологического образования в школе, разработка нормативно-правовой базы, изучение потребностей социальных партнеров. Почему такие короткие сроки? Ну, дело в том, что, опять же, мы связываем это с функционированием в будущем кванториума, поэтому определенную работу, даже уже чуть ранее, до января месяца, в первом полугодии, мы уже проделали. Поэтому вот такой короткий срок. Ну и второй этап, такой самый значительный практический этап, с марта 22 по сентябрь 2024 года, когда будет происходить реализация программы. Безусловно, будут проведены, организованы различные методические мероприятия. Работа будет проводиться и с родительской общественностью, и с социальными партнерами, но и, безусловно, участие в мероприятиях естественно-математической, технологической направленности и различных социальных проектах. Ну и третий этап, как правило, аналитический. Обозначили мы здесь сроки с октября по декабрь, это несколько месяцев 2024 года, когда будет осуществлен мониторинг реализации программы. Будут соотнесены результаты с поставленными целями и задачами. Ну и, безусловно, лучший опыт будет обобщен и представлен на различных уровнях, на различных мероприятиях. Если говорить о плане, графике, о мероприятиях, которые мы запланировали в рамках реализации данного проекта, я не стала выводить здесь все мероприятия, всю эту таблицу, обозначила только направление деятельности опорной школы, ну, в каких направлениях будут проведены мероприятия. Я здесь подробно не буду останавливаться, потому что мои коллеги уже примерно обозначили, и это и разработка каких-то документов, нормативной базы, это, безусловно, информационно-методическое обеспечение, разработка каких-то методических продуктов и проведение методических мероприятий, ну и так далее. И следующий пункт, планируемые результаты. Я обозначила, конечно, вывела на экран вот эти планируемые, какие мы видим примерно индикаторы, какие планируемые результаты в будущем, вот в течение реализации данного проекта мы видим. Хочу тут отметить, что безусловно, мы обращаем внимание и на повышение уровня технологического и, естественно, математического образования в школе, вовлечение всех участников образовательного процесса в реализацию программы опорной школы и программы реализации мероприятий школьного кванториума. Это и повышение профессионального мастерства педагогов, привлечение также в школу молодых специалистов. Сегодня уже проговаривали, что кадровая проблема – это одна из главных проблем, которую сегодня приходится решать. Ну и, безусловно, повышение привлекательности школы и привлечение дополнительных каких-то инвестиций. Я не буду комментировать каждую цифру в программе, она обозначена, я вывела на экран для того, чтобы просто ознакомить коллег, ну и нашу экспертную комиссию с данными цифрами.
Безусловно, для реализации программы необходимо создание определенных условий. Это и материально-технические условия. Мы считаем, что достаточно созданной в нашей школе, создана материально-техническая база, которая позволяет реализовывать нам нашу программу. Хочу отметить, что компьютерный парк включает сегодня более 200 компьютеров, все они подключены к сети интернет. В школе 5 компьютерных классов, кабинет информатики, математики, есть кабинет профориентационного центра «Ориентир». В соответствии с проектом «Цифровая школа» оборудованы компьютерной техникой, интерактивными панелями 5 кабинетов. Есть система ВКС, в кабинете физики имеется даже интерактивная трибуна. Ну, я не буду перечислять все оборудование, которое мы имеем. Как раз реализация проекта «Опорная школа» позволила нам оснастить нашу школу вот этой материально-технической базой. Решению задач как раз проекта «Опорной школы» будет способствовать использование ресурсов Кванториума. На средства, которые выделяются из федерального бюджета в рамках реализации проекта «Современная школа», будут приобретены цифровые лаборатории по экологии, по физиологии, по физике, химии, образовательные наборы по электронике, электромеханике. Для реализации технологического образования будет приобретен лабораторный комплекс для изучения робототехники, 3D-моделирования и промышленного дизайна. Ну и я не буду перечислять все оборудование, которое мы получим для функционирования школьного кванториума. Безусловно, нужны и кадровые условия, о них я говорила. На сегодняшний день можно отметить, что, конечно, у нас есть специалисты, педагоги по всем учебным предметам, пока нет такой вот нехватки у нас кадровой, но тем не менее нужно отметить, что если мы расширяем вот это содержание предмета технологии, то, безусловно, у нас испытываем мы такой небольшой кадровый голод вот в этой области для реализации предмета технологии. Тем не менее, 61% педагогов имеют сегодня квалификационную категорию, причем свое мастерство педагоги всегда повышают. Хочу отметить, что реализация вот этих проектов «Цифровая школа», реализация проекта «Эффективная школа» позволяет нашим педагогам повышать свое профессиональное мастерство. Ну, помимо кадровых условий созданы и информационно-методические условия. В школе создана единая информационно-образовательная среда, направленная на развитие личностного потенциала обучающихся и профессиональной компетенции педагога. С целью оказания помощи педагогам по формированию ИКТ-компетентности, повышению общей педагогической информационной культуры в школе создана система виртуальной методической службы. Систематически проводятся методические мероприятия, библиотека полностью укомплектована учебниками и необходимой литературой, ну и в школе есть постоянный доступ в сеть интернет. Опять же, в 2022-2023 учебном году школьный кванториум позволит обеспечить развитие условий для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленности, активного ведения внеурочной и проектной деятельности, программ дополнительного образования детей естественно-научной, опять же, и технологической направленности. Безусловно, есть определенные риски. На сегодняшний день мы определили 2 риска. Это недостаток, первая проблема – это кадровая проблема, о которой говорили и ранее. Все-таки недостаточно все-таки высококвалифицированных специалистов не хватает в области развития естественно-математического и технологического образования. Ну и, безусловно, непонимание частью педагогов даже и родителей цели, задачи инновационной программы, отдельных проектов, реализуемых в рамках инновационной программы. То есть все равно здесь мы видим, что вот эта проблема существует. Ну и если мы говорим о вовлечении в инновационную деятельность всех педагогов, тем не менее, есть часть педагогов, педагогических работников, которые видят, может быть, нецелесообразность вовлечения, использования каких-то инновационных программ. Спасибо за внимание. На этом у меня все.
Можно, да? Спасибо большое, Татьяна Валерьевна. Вы очень содержательно выступили, и, как и большинство наших выступающих, буквально предупредили ряд вопросов, которые возникли по ходу выступления. Но если все-таки позволите, остановлюсь на уточнениях, связанных и с выделенными вами рисками на слайде, и то, о чем вы говорили в аспекте кадрового обеспечения. С позиции обеспечения, углубления содержания предмета технологий и во взаимосвязи с процессами повышения квалификации. Вы уже готовы сейчас озвучить или, может быть, мне сделать запрос на перспективу моменты, связанные с тем, вот как, на ваш взгляд, выстраивается повышение квалификации именно учителей предмета технология вот в связи с вашим проектом программы? Ну, на самом деле мы, безусловно, уже рассматривали этот вопрос, потому что первое, для открытия вот этого кванториума необходимо обеспечить кадрами. Поэтому мы рассмотрели, мы уже проанализировали наличие педагогических, ну, скажем так, работников вот по всем направлениям. Мы понимаем, что на сегодняшний день, да, у нас есть специалисты там, допустим, в области естественно-научного, есть в области инженерно-математического и так далее. А технология, поскольку обновлено это еще и содержание, плюс еще кванториум вынуждает нас получить новую технику, которую нужно освоить. Но мы прекрасно понимаем, что предмет технология предполагает не только работу с определенной техникой, это и профориентационная работа, безусловно, да, это и проектная деятельность. И понимаем, что частично вот этот предмет технология могут у нас вести те же педагоги, учителя технологий, которые сегодня работают. Но опять же недостаточно опыта. И поэтому, да, уже сегодня мы предлагаем нашим педагогам различные курсы повышения квалификации. Это и федеральные какие-то курсы, ну, педагоги сами где-то находят для себя интересующие их темы. Мы также, ну, скажем так, предлагаем им сотрудничать тесно с гимназией имени Пушкина города Сыктывкара, потому что там учитель технологии, руководитель как раз этого кванториума, он дает нам такие подсказки, как нам двигаться дальше для того, чтобы повысить мастерство, для того, чтобы подготовить педагогов вот к реализации данного предмета. Но и в будущем мы запланировали уже это и курсы повышения квалификации, прежде всего вот на федеральные курсы, которые предлагает Академия. Замечательно, да, замечательный такой аспект совершенно, да, Татьяна Валерьевна, потому что вот мы обращаем внимание с позиции, да, вот тех диагностик, которые осуществляются в рамках института, и диагностики при аттестации педкадров, как и ряд педагогов, да, учителя технологии испытывают затруднения при анализе планируемых, да, достижения планируемых результатов обучающихся, и именно они потом идут в связке, да, с углублением. Поэтому вот, наверное, имеет смысл вот этому направлению тоже уделить внимание. Еще раз благодарим вас за содержательное выступление. Всего доброго, будем сотрудничать. Спасибо. До свидания. Итак, да, уважаемые коллеги, мы продолжаем наше мероприятие, и я представляю заместителя директора по учебной работе средней общеобразовательной школы номер 3 с углубленным изучением отдельных предметов города Усинска Гульнара Дамировна Хайруллина. Проект, да, программы тоже представляет свои школы. Здравствуйте, коллеги, меня хорошо слышно? Да, только не видно, да? А все видим. Да. Все видно. А презентацию включить можно будет? Конечно. Я являюсь заместителем директора по учебной работе муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа номер 3 города Усинска. В 2018 году наша школа стала победителем республиканского конкурса. А как-то слайды не щелкаются дальше.
В 2018 году наша школа стала победителем республиканского конкурса «Опорная школа Республики Коми». В соответствии с планом наш проект реализовался по двум направлениям. Это опорная школа, учебный дистанционный ресурсный центр и опорная школа методический ресурсный центр. Школа является опорной школой дистанционного обучения. Как-то вот неправильно листается. Школа является опорной школой дистанционного обучения по программам профильной подготовки учащихся сельских школ села Щельябош, села Мутный Материк, села Усть-Уса. Для реализации образовательных программ используется система дистанционного обучения Moodle. Школой заключены договоры с 7 муниципальными общеобразовательными организациями о сетевой форме реализации образовательных программ. Сформирована база участников дистанционных курсов в системе Moodle, проведена регистрация школьников и тьюторов сельских школ, созданы группы. Учителями нашей школы преподаются курсы. Это профессиональное самоопределение для учащихся 10-11 классов села Щельябош и села Мутный Материк и села Усть-Уса. Элективный курс программирования в среде Паскаль АБЦ для учащихся 10 класса села Мутный Материк. Все методические и дидактические материалы расположены по каждому дистанционному курсу именно в системе Moodle. И для учащихся школ-партнеров составлено расписание и проводятся онлайн-занятия. Также на сайте школы в разделе «Опорная школа» в открытом доступе с целью обучения школьников муниципальных общеобразовательных организаций в рамках проекта «Опорная школа» и знакомства с деятельностью проекта размещаются видеоресурсы и другие обучающие материалы учителей, предметников и также педагога-психолога по 3 направлениям. Это дистанционные образовательные технологии, это видеоресурсы модуля «Онлайн-учитель», это психолого-педагогическое сопровождение профильной школы. На сегодняшний день основной проблемой муниципального образования является обеспечение доступности качественного общего образования, что обусловлено следующими факторами. 53% школ расположены в сельской местности, в них обучается 11% школьников муниципалитета, 4 общеобразовательные организации имеют численность менее 50%. Транспортная доступность ограничена географическим расположением 5 школ муниципалитета, которые находятся в труднодоступных отдаленных местностях. Разные возможности муниципальных общеобразовательных организаций для реализации индивидуальных образовательных маршрутов старшеклассников, выявление и поддержка одаренных обучающихся. Из 15 школ профильное обучение реализуется только в городских школах. В муниципальном и республиканском этапе Всероссийской олимпиады школьников участие принимают в основном учащиеся городских школ. И поэтому продолжение работы в качестве опорной школы Республики Коми с 2022 года будет способствовать функционированию эффективной муниципальной сети общеобразовательных организаций, обеспечивающих современное качество образования. На сегодняшний день целью проекта «Опорная школа» мы поставили создание условий для обеспечения доступности качественного общего образования путем использования ресурсов и потенциала опорной школы. Задачи проекта – это развитие сетевого взаимодействия муниципальных общеобразовательных организаций для распространения результативного опыта реализации образовательных программ на уровне основного среднего общего образования, методического информационного сопровождения на базе опорной школы как методического ресурсного центра по ведению обновленных ФГОС. Функционирование опорной школы как учебного
дистанционного ресурсного центра для реализации обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций индивидуальной образовательной траектории на уровне основного общего и среднего общего образования посредством, первое, сетевой формы реализации образовательных программ, второе, дистанционных образовательных технологий. Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на базе опорной школы как учебного дистанционного ресурсного центра и посредством еще сетевого взаимодействия с центрами образования естественно-научной и технологических направленностей точка роста муниципальных общеобразовательных организаций, а также педагогического сопровождения по формированию функциональной грамотности обучающихся на уровне основного общего образования. По итогам реализации проекта «Опорная школа» будет достигнут следующий результат. Первое. Создана методическая сеть на территории МОО-Голосинск, в состав которой войдут 12 муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы основного общего и среднего общего образования. Второе. Заключены договоры о сетевой форме реализации образовательных программ не менее чем с 10 муниципальными общеобразовательными организациями. Третье. Удовлетворенность обучающихся в сетевой форме качеством обучения составит 95%. Четвертое. Будут созданы, разработаны и размещены в открытом доступе дистанционные образовательные ресурсы по курсам, по модулям для обучающихся общеобразовательных организаций. Методические и дидактические материалы из опыта реализации образовательных программ на уровне обновленных ФГОС, видеоресурсы модуля «Онлайн-учитель» для обучения школьников муниципальных общеобразовательных организаций в рамках проекта. Считаем, что имеющийся опыт и ресурсы позволят школе успешно продолжить работу по реализации проекта «Опорная школа» с 2022 года по 2024 год. Спасибо всем за внимание. Амировна, спасибо большое, очень содержательно и, безусловно, вот подкупает и высоко, да, оценивается тот аспект, да, который связан с учетом муниципальных, да, особенностей организации работы, да, со школами, с детьми в труднодоступных территориях. Не затруднило бы вас для нас уточнить, Гульнара Дамировна, каким все-таки образом сейчас осуществляется, действует механизм, да, вот обучения детей из мест, да, труднодоступных, и что вы планируете вот в этом механизме, допустим, совершенствовать 2 ближайших года? Но на сегодняшний момент те курсы, которые и модули разработаны, они продолжают свое действие, как существовать на сегодняшний день с 1 сентября 2022 года. В данном плане мы соберем еще раз заявки и хотим расширить непосредственно вот эти данные предложения и продолжить еще с рядом других сельских школ тоже сотрудничать. Угу. Гульнара Дамировна, я буквально задала вопрос про механизм. Да, как вы это делаете? Как учится ребенок? Непосредственно через систему Moodle. То есть вы работаете в системе Moodle. Какие-то запланированные очные встречи их с наставниками? Ну, как таковые очные встречи на сегодняшний день как бы не совсем позволительно, но если они необходимы, я думаю, что в данном плане никаких здесь трудностей нет. Угу. И вот из этого числа ребят, участие в олимпиадах, конкурсах, вот эту динамику отслеживаете? Непосредственно сельских школ?
Да. Но на сегодняшний момент по опорной школе не стоял на этом слишком большой акцент. В данном плане было связано с модулями профильной школы. По самоопределению, по профилизации, по выбору успешного выбора профессии, чтобы не ошибиться. И поэтому профессиональное самоопределение – это в первую очередь. Психолог-педагогическое сопровождение профильной школы в первую очередь. А сейчас идет расширение именно в плане работы и еще и с одаренными детьми. Да, я согласна. Спасибо большое, но я думаю, мы друг друга услышали, да, и это возможность дальнейшего диалога. Благодарим вам, очень интересно и чрезвычайно ценно для наших сельских районов. Спасибо. Итак, уважаемые коллеги, объявляю следующего, да, нашего участника, докладчика, Марина Константиновна Цан из средней общеобразовательной школы Усть-Кулома продолжает наше мероприятие и представляет свой проект программы. Добрый день, уважаемые коллеги. Можно начало презентации? Да. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Усть-Куломская школа приветствует всех участников республиканского проекта «Опорная школа». В период с 2019 по 2021 год в рамках республиканского проекта «Опорная школа Республики Коми» наша школа осуществила реализацию проекта «За гранью стереотипов. Инновационная деятельность школы как фактор успешной образовательной среды» по 5 направлениям. Это организация работы с одаренными учащимися, деятельность учащихся в рамках российского движения школьников, проектно-исследовательская деятельность, профильное обучение в условиях сетевого взаимодействия и психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. В ходе реализации этого проекта школа приобрела большой опыт в сотрудничестве с образовательными организациями Усть-Куломского района. И с 2022 года с накопленным опытом мы вступаем в реализацию новой программы деятельности опорной школы. Это стратегия успеха, в рамках которой мы расширим свои возможности, что позволит нам и образовательным организациям нашего муниципалитета перейти на новый виток профессионального развития. Для успешной реализации программы в школе созданы необходимые условия. Разработаны положения об опорной школе, о дистанционных метапредметных конкурсах для начальной школы, положение о дистанционных конкурсах и олимпиадах для учащихся начальной школы, положение о дистанционном конкурсе презентации информационных проектов для учащихся 3-11 классов, положение о дистанционном конкурсе презентаций результатов исследования для учащихся 3-11 классов, разработанный порядок проведения школьных предметных олимпиад и методические рекомендации по оформлению и защите итогового индивидуального проекта. В школе функционирует методический совет, организована работа школьных предметных методических объединений. Большую работу по реализации мероприятий опорной школы в предыдущий период провели творческие группы учителей-предметников по 5 направлениям. Эти творческие группы продолжают работу и в новой программе. Из 74 педагогических работников школы 20% являются победителями и призерами конкурсов профессионального мастерства. 47% педагогических работников приобрели опыт в работе опорной школы в предыдущий период. Среди наших педагогов есть эксперты по проверке ОГЭ и ЕГЭ, наставники молодых специалистов. В школе функционируют центры цифрового образования детей. Это «Точка роста» и IT-куб, максимальное использование которых позволит качественно проводить разные мероприятия на уровне муниципалитета. Проанализировав деятельность школы как опорной площадки за прошлый период, проанализировав материально-технические, кадровые, финансовые возможности, в этом году мы возлагаем на себя миссию по созданию такой образовательной среды, которая бы способствовала проявлению профессионального мастерства педагогических работников, личностному развитию учащихся и достижению качественных результатов.
Поэтому целью программы мы определили содействие формированию единого образовательного пространства в муниципальном районе Усть-Куломский. Для реализации цели школа поставила перед собой следующие задачи. Способствовать совершенствованию профессионального мастерства педагогических работников. Оказать содействие формированию единой информационной образовательной среды. Обеспечить поддержку и развитие одаренности каждого учащегося. Исходя из поставленных задач, деятельность опорной школы будет направлена на совершенствование профессионального мастерства педагогических работников, цифровое образование и интеллектуальное развитие учащихся. Мы определили следующие механизмы реализации проекта. На них я подробно останавливаться не буду, потому что они найдут свое отражение в этапах реализации программы. Деятельность опорной школы будет осуществляться в 3 этапа. Первый этап, начальный, это организационный этап. Мы уже согласовали с Управлением образования администрации муниципального района Усть-Куломский направление деятельности опорной школы. В данный момент презентуем нашу программу. Проводится информационная кампания. И скоро заключим договоры о сотрудничестве с образовательными организациями Усть-Куломского, Карткировского, Сыктывдинского и Троицко-Печорского района. Второй этап, длительный этап, основной этап, этап практический. В ходе этого этапа мы будем реализовывать мероприятия согласно плану-графику, проведем мониторинг результативности мероприятий, проведем ежегодный анализ промежуточных результатов реализации программы, внесем при необходимости коррективы и составим план-график мероприятий на следующий календарный год. Третий этап, этап завершающий, аналитический этап, в ходе которого будет проведена оценка эффективности реализации программы и деятельности опорной школы и представлены публично результаты деятельности опорной школы. В 2022 году в рамках совершенствования профессионального мастерства запланировано совместно с Управлением образования муниципального района Усть-Куломский провести для педагогических работников муниципалитета следующие мероприятия. Это 15 методических семинаров по учебной деятельности, на которых будут рассмотрены вопросы развития функциональной грамотности учащихся, подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации, вопросы введения новых федеральных государственных образовательных стандартов, вопросы организации профильного обучения на уровне среднего общего образования и вопросы обучения по отдельным учебным предметам. 5 методических семинаров по воспитательной работе, посвященных проблемам коррекционно-развивающей работы педагога-психолога и социального педагога, проблемам организации работы по профессиональному самоопределению учащихся и реализации программы воспитания в школах. По запросам Управления образования и образовательных организаций муниципалитета будут организованы педагогические стажировки молодых специалистов, учителей-предметников района и выездные мероприятия в школы района с целью оказания консультативно-методической помощи. Кроме этого, по отдельному плану будут проведены совместные мероприятия с Коми-республиканским институтом развития образования. Для реализации деятельности в этом направлении большую роль мы отводим психолого-педагогическому сопровождению. Анализ работы опорной школы за предыдущий период указал на актуальность этого направления, так как не во всех образовательных организациях муниципалитета в штатном расписании есть единица педагога-психолога. Работу в этом направлении будет проводить наш школьный педагог-психолог, который уже имеет опыт в реализации психолого-педагогического сопровождения в школах района. Мероприятия будут выездные. Это индивидуальные консультации для всех участников образовательных отношений, диагностические обследования для учащихся 4, 8, 9 классов, профориентационные занятия для учащихся 9 классов, психолого-педагогический семинар для педагогических работников по профилактике эмоционального выгорания. Будет оказана консультационно-методическая помощь педагогическим работникам муниципалитета. Кроме выездных мероприятий, консультационная помощь образовательным организациям муниципалитета будет осуществляться посредством электронной почты и обратной связи через официальный сайт опорной школы.
Успешная реализация программы в этом направлении позволит повысить профессиональную компетентность педагогических работников опорной школы и образовательных организаций муниципалитета, предупредить профессиональное выгорание педагогических работников, повысить уровень психолого-педагогической компетентности участников образовательных отношений, добиться положительной динамики участников и призеров конкурсов профессионального мастерства, совершенствовать работу по выявлению, изучению, обобщению профессионального опыта работы педагогических работников образовательных организаций муниципалитета, осуществить наставничество над молодыми специалистами. В рамках реализации цифрового образования мы предлагаем школам муниципалитета ряд мероприятий, которые будут проводиться на базе наших центров цифрового образования «Точка роста» и IT-Куб. Это турниры по робототехнике, которые уже прошли апробацию в предыдущий период. Это школа программирования IT-Star. Мастер-классы будут проведены наставниками нашего центра IT-Куб, учителями информатики по программам дополнительного образования IT-Куб. Это конкурс творчества с нейросетью. Это веб-квест по криптооперации. Конференция «Цифровая индустрия школы». Это творческие встречи центров цифрового образования «Точки роста». Это практикоориентированные курсы для учащихся и педагогов, педагогических работников, которые направлены на развитие информационной культуры. В рамках данного направления нами запланированы онлайн-консультации по подготовке государственной итоговой аттестации, в организации проведения которых мы уже имеем опыт в предыдущем проекте. Еще одно мероприятие, это новое для нас, создание информационно-методического канала на платформе YouTube, который даст возможность привлечь широкую аудиторию к использованию банка методических материалов, повысит мастерство педагогических работников и разовьет информационную культуру всех участников образовательных отношений. Качественная реализация этого направления позволит обеспечить на современном инфраструктурном уровне развитие компетенций учащихся и педагогических работников муниципалитета в области информационных технологий, использовать методические видоматериалы муниципального банка цифровых образовательных ресурсов участникам образовательных отношений, вовлечь учащихся муниципалитета в конкурсное и олимпиадное движение в области информационных технологий, повысить образовательный уровень выпускников, планирующих поступать в высшие учебные заведения, развить информационную культуру учащихся и педагогических работников. Следующее направление нашей деятельности – это интеллектуальное развитие. Это направление реализовалось нашей школой в предыдущем проекте и было представлено направлением организации работы с одаренными учащимися. В этом направлении школа приобрела опыт в проведении дистанционных метапредметных конкурсов «Успевайка», «Размышляйка», «Изучайка» для учащихся 2-4 классов Усть-Куломского района, дистанционных конкурсов презентаций информационных и исследовательских проектов для учащихся 3-11 классов района, опыт в проведении предметных олимпиад по 7 учебным предметам для учащихся 5-6 классов. Эта работа показала качественный результат. Здесь мы достигли определенных успехов, поэтому решили продолжить работу в данном направлении и привлечь к участию в этих мероприятиях образовательные организации не только Усть-Куломского района, но и еще 3 районов. Это Карткировского района, Сыктывдинского района и Троицко-Печорского района. С 2022 года в этом направлении мы апробируем новые дистанционные метапредметные конкурсы для 5-6 классов, конкурсы исследовательских и реферативных работ для учащихся 3-11 классов с выходом на научно-практическую конференцию «Ступенька в науку». Расширяем предметный ряд муниципальных олимпиад для учащихся 5-6 классов. Успешная реализация данного направления позволит нам добиться положительной динамики численности одаренных учащихся, проявляющих интеллектуальные способности, добиться положительной динамики численности участников, призеров и победителей конкурсов, олимпиад, интеллектуальных мероприятий разного уровня, совершенствовать исследовательские навыки учащихся, сформировать устойчивую мотивацию учащихся к познавательной деятельности.
Любая деятельность всегда связана с рисками, которые мы постараемся успешно преодолеть во время реализации нашей программы. И в заключении хотела бы обратиться к словам древнегреческого философа Аристотеля. Осуществление того, что существует в возможностях, есть движение. Наша школа предоставит свои возможности. Она будет делиться накопленным опытом, а значит, будет двигаться, расти в профессиональном плане. Слаженная командная работа, качественная аналитика, успешная реализация важного дела – в этих трех составляющих и заключается стратегия успеха нашего проекта. Коллеги, мы желаем вам здоровья, профессионального роста, успешной работы, достижения высоких результатов, полного удовлетворения своей деятельностью в реализации республиканского проекта «Опорная школа». На этом я заканчиваю свое выступление. Если есть вопросы, мы рады на них ответить. Можно, да? Спасибо большое, Марина Константиновна, да, всегда приятно видеть, да, наши сельские районы, да, в такой активной профессиональной позиции. Марина Константиновна, ну, я, может быть, начну не с самого начала, да, вашего представления и задам вопрос вот о такой важной составляющей, которая, наверное, касается каждого направления деятельности, которые вы осветили. Скажите, пожалуйста, как вы планируете измерять результативность? Ну, например, вы говорите о том, что вырастет уровень профессионального мастерства педагога. Или вы говорите о том, что повысится уровень компетентности, да, профессиональных педагогов. Какого рода измерители вы планируете здесь задействовать? Да, спасибо. Вот в начале ответа на этот вопрос хочу обратиться к анализу нашей деятельности в проекте «Опорная школа» за предыдущий период. Вот анализируя эту деятельность, мы пришли к выводу, что все-таки у нас есть небольшое, у нас есть западание такое. Нами не были использованы в работе специальные методики по определению уровня эффективности проведения различных мероприятий. И в этом году мы уже поставили перед собой задачу разработать эти методики, разработать оценочные процедуры по определению уровня эффективности. Естественно, мы надеемся на поддержку и помощь Института развития образования в этом направлении. И думаю, что с использованием этих процедур эффективность наших мероприятий будет расти. Хорошо, Марина Константиновна, спасибо. То есть здесь я вынуждена, да, тоже прокомментировать, если мы говорим об институте. Безусловно, критериальный ряд, если мы говорим об оценке профессиональных компетентностей, у нас достаточно разнообразен. Мы можем, да, обращаться к критериям конкурса «Учитель года», мы можем обращаться к критериям, да, аттестационного портфолио. Ну, есть измерители, которые идут в рамках проекта нашего центра, да, непрерывного профессионального развития педагогов. И если можно еще раз, да, Марина Константиновна, обращу внимание на один из слайдов, да, очевидно, имела место опечатка, чтобы не вводить, да, в заблуждение наших коллег, где интеллектуальное направление, все-таки способности обучающихся в проектной деятельности, да, и исследовательской деятельности разводим эти составляющие, да? Да. Угу, спасибо большое. У нас вопрос еще вот у Натальи Николаевны, пожалуйста. Марина Константиновна, добрый день. Добрый вечер. Всегда действительно очень приятно и побывать в вашей образовательной организации, и знакомы с вашими педагогами, вы участники многих мероприятий. У меня возникло несколько вопросов, я позволю себе задать, наверное, только несколько из них в связи с тем, что у нас ограничены временные ресурсы. Марина Константиновна, подскажите, пожалуйста, у вас заявлена такая специфическая, с моей точки зрения, цель содействия формированию единого образовательного пространства в муниципальном районе Усть-Куломский. Скажите, пожалуйста, то есть мы на сегодняшний момент в рамках создания данного проекта вы констатируете, что оно не едино? Оно едино, но мы будем содействовать совершенствованию, скажем так, этого образовательного пространства, предоставлять свои возможности уже в более широком ракурсе. И подскажите, пожалуйста, я понимаю, что фактически вся ваша презентация была на это нацелена.
Подскажите, пожалуйста, 3 основных, с вашей точки зрения, направления формирования, в каком контексте необходимо формировать единство образовательного пространства? Это, во-первых, работа для объединения, скажем так, для формирования этого единого пространства. В первую очередь мы подключаемся к совместной деятельности с управлением образования, с образовательными организациями нашего района. В этом году мы уже подключаем к деятельности еще 3 района нашей республики. Методическом. Вот все эти 3 направления нашей деятельности по совершенствованию педагогического мастерства, цифровое образование и интеллектуальное развитие, они будут направлены на сплоченность, на единение всех участников образовательных отношений. Спасибо большое. Марина Константиновна услышала основную мысль. И еще маленький вопрос. Скажите, вот здесь, когда вы прописываете риски реализации проекта, проект действительно важный и значимый, но тем не менее вы везде пишете загруженность педагогических работников, психологическое сопротивление части педагогических работников. В данном случае, каким образом у вас здесь написано минимизация рисков? Это создание условий для мотивации. Приведите, пожалуйста, может быть, пример. Стимулирование работников материальное, в первую очередь. Внутренняя мотивация в данном случае отсутствует. Я поняла. Спасибо большое, Марина Константиновна. Уважаемые коллеги, да, спасибо большое вот за такое участие. Ну, безусловно, внутренняя мотивация, она опять же связана с той же диагностикой, о которой я говорила. И подобные риски обозначали наши предыдущие выступающие, да, связанные именно с мотивацией педагогических коллективов и готовности, да, к определенного рода работе, и то, как мы эти составляющие стимулируем. Безусловно, первая, да, составляющая стимулирования, как ни странно, она лежит в самом содержании профессиональной деятельности, потому что наличие одной материальной стимуляции, как известно нам всем, да, из психологии управления, оно приводит к тому, что содержание уходит на задний план. Ну, это вот еще одно из направлений, да, нашей с вами деятельности, которому, очевидно, стоит посвятить внимание. Спасибо Марине Константиновне, что она позволила нам поднять вот, да, еще эти очень значимые вопросы. Мы ее отпускаем, да, до новых встреч. И я буду объявлять следующего выступающего нашего, да, вот заключительный сегодня докладчик. Это Лариса Александровна Костина, заместитель директора по учебно-воспитательной работы села Кайгородок, да, школы среднеобщеобразовательные до этого села, и школа, безусловно, и объективно, и по заслугам является опорной площадкой для всего района. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы представляем вам нашу программу «Опорная школа. Ресурсный центр сетевого взаимодействия муниципальных образовательных организаций». Проект «Опорная школа» нашей школы был реализован на 100%, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, которая была. Значимыми результатами проекта мы считаем это создание модели сетевого взаимодействия муниципальных образовательных организаций, расширилась сфера социального партнерства, создана методическая сеть на территории района, созданы условия для непрерывного образования педагогов, повысилось количество услуг по сопровождению профессионального самоопределения учащихся образовательных организаций района, и также улучшены условия работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. Значимые результаты смотивировали нас на участие в продлении статуса опорной школы. Проблемы, которые мы описывали в проекте «Опорная школа Республики Коми», на сегодняшний день имеют свое продолжение. Наша школа, базовая районная школа,
которая может помочь школам района в развитии и совершенствовании образовательной среды. Решение проблем мы видим через реализацию программы «Опорная школа. Ресурсный центр сетевого взаимодействия муниципальных общеобразовательных организаций». Актуальность концепции программы «Опорная школа. Ресурсный центр сетевого взаимодействия муниципальных образовательных организаций» – это дальнейший перевод школы на новый уровень развития, обеспечивающий высокое качество образования. Развитие практической, что предполагает обновление структуры и содержания образования, развитие практической направленности образовательных программ, совершенствование системы партнерских отношений между образовательными учреждениями и местным сообществом и объединение ресурсов для совместного решения проблем. Целью программы является создание условий для дальнейшего развития сетевого взаимодействия опорной школы и муниципальных образовательных организаций по формированию единого образовательного пространства. Задачи, которые мы поставили для реализации цели, представлены на слайде. Это обеспечение доступности качественного образования для каждого учащегося, рост профессионального мастерства педагогических кадров в условиях сетевого взаимодействия, формирование единой информационно-образовательной среды, способствующей координации деятельности образовательных учреждений района, а также организация инновационной деятельности и внедрение современных образовательных технологий в условиях сетевого взаимодействия. Считаем целесообразным решение поставленных задач через такие направления. Это развитие и поддержка одаренных детей, совершенствование современной информационно-образовательной среды и наставничество как инструмент повышения качества образования. На следующем слайде вашему вниманию представлены формы реализации мероприятий основных направлений программы. Это онлайн-встречи, сетевое обучение, педагогические туры, наставничество ролевых моделей, наставнических пар и другое. Программу будем реализовать поэтапно, 4 этапа. Разработан план-график реализации программ, по реализации программы, которая включает в себя нормативное обеспечение, организация взаимодействия с муниципальными образовательными организациями, обеспечение современной образовательной среды, работа с одаренными и способными детьми, профориентационная работа, профессиональное развитие педагогических кадров, современная информационно-образовательная среда и Центр цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». Планируемые результаты исходят из цели комплекса задач, форм деятельности и промежуточных результатов программы. Мы представляем вам количественные результаты. Это качество общего и дополнительного образования, соответствующего в ГОС, обновленных также в ГОС, стабильно, не ниже 30%. Развитие единой информационно-образовательной среды сетевого взаимодействия, куда входит 100% муниципальных образовательных организаций. Выпуск методического сборника «Опыт работы опорной школы, ресурсного центра сетевого взаимодействия муниципальных образовательных организаций». Количество педагогических работников образовательных организаций, повысивших свою квалификацию и получивших методическую и консультативную поддержку не менее 70%. Количество участвующих в мероприятиях, проводимых в рамках реализации программы, до 85%. Реализация плана сетевого взаимодействия и сетевого взаимодействия с образовательными организациями. Увеличение образовательных учреждений, охватывающих профориентационную деятельность. Количество дополнительных образовательных услуг. Созданы 5 программ дополнительного образования.
До 40% педагогов, работающих с учащимся с ОВЗ и детьми-инвалидами, пройдут обучение по программам для работы с данной категорией детей. До 30% педагогов пройдут курсы повышения квалификации, переподготовки для работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. Качественные результаты. Это обеспечено качество общего и дополнительного образования, сформировано устойчивое сетевое взаимодействие на территории района, обобщен и представлен опыт инновационной деятельности педагогических работников образовательных организаций, создано и реализовано оптимальное сетевое взаимодействие организационно-управленческого и методического сопровождения реализации программы, а также в образовательных организациях разработаны и реализуются мероприятия, способствующие развитию профессиональных компетенций педагогических работников и ключевых метапредметных компетенций учащихся. Улучшены условия для непрерывного образования педагогов, в том числе по работе с одаренными и способными детьми, детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. Охвачены все образовательные учреждения профориентационной деятельностью. Расширен перечень дополнительных образовательных услуг. Улучшится качество услуг по получению методической, информационной и технической поддержки, а также доступа к современным образовательным информационным ресурсам учащихся школ района и учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов. Оценка эффективности реализации программы включает в себя периодическая отчетность образовательных организаций, включенных в реализацию программы, и предоставление регулярной обратной связи о ходе реализации программы. На данном слайде представлены риски реализации программы, для минимизации которых определены условия преодоления. Это неукоснительное соблюдение санитарно-эпидемиологических условий, разработка и использование эффективной системы мотивации включения педагогов в инновационные процессы, психолого-педагогическое и методическое сопровождение педагогов с недостаточной коммуникативной компетентностью, своевременное планирование бюджета школы по реализации программных мероприятий, внесение корректив с учетом реализации новых направлений и программ. И определиться с действиями, которые принесут опорной школе максимальный результат. Более подробно с программой «Опорная школа. Ресурсный центр сетевого взаимодействия муниципальных образовательных организаций» вы можете на официальном сайте нашей школы в разделе «Опорная школа». Спасибо за внимание. Надеемся на эффективное сотрудничество. Все. Большое спасибо, Лариса Александровна. Да, вы мужественно выдержали все мероприятие. У наших коллег есть вопросы по презентации вами проекта. Передаю слово Наталье Николаевне. Ирина Леонидовна. Дмитриевна, возможно, включится. Лариса Александровна, действительно большая благодарность за представленный опыт. И действительно, вы являетесь опорной школой на протяжении уже достаточно длительного времени. Александр Михайлович, можно на риски переключиться? Мы позволим себе немножечко похозяйничать в вашей презентации сейчас. Лариса Александровна, позвольте задать такой уточняющий вопрос. Когда, наверное, он будет несколько перекликаться с тем вопросом, который Светлана Анатольевна задавала предыдущим нашим коллегам. Скажите, пожалуйста, каким образом вы планируете замерять количественные и качественные показатели, которые у вас прописаны в планируемых результатах? Потому что действительно у вас показаны колоссальные процентные соотношения, если мы говорим про количественные показатели, и заявлены достаточно серьезные уже качественные показатели. Ну, нами предполагается создать
некий банк оценочных процедур, также проведение мониторинга, опросов среди и учащихся, и педагогов, и родителей. То есть пока только планируется. В настоящий момент инструментарий не создан. Правильно мы понимаем? Ну, в плане реализации у нас. Хорошо. И подскажите, пожалуйста, у вас прописаны риски, а все мы прекрасно понимаем, почему на этот слайд и вывели. Все мы понимаем, что если у нас прописываются риски, то в программе мы предполагаем некое, собственно, решение данных рисков или выход из данной рисковой ситуации, ну или минимизация данного риска. Подскажите, пожалуйста, каким образом вы планируете минимизировать первый риск и для чего вы его, в принципе, сюда вывели? Но неопределенности эпидемиологической обстановки, потому что в связи вот с данной ситуацией не все мероприятия возможно провести в том формате, в котором он должен был пройти. Например, если какое-то мероприятие должно было пройти в очной форме, где участников, предположим, количество участников должно было быть немалым, то вот в такой ситуации мы это провести в очной форме не можем. И нам, так скажем, приходилось вот при реализации проекта вот «Опорная школа» немножечко менять вообще структуру мероприятий. Даже некоторые мероприятия нам приходилось переводить в дистанционную форму проведения. Спасибо за ответ. И подскажите, пожалуйста, тут уже, наверное, и мой профессиональный интерес, а каким образом вы планируете нивелировать или минимизировать последний риск? Потому что такая ситуация у нас, вот, к сожалению, тоже возникает очень часто. Низкий уровень обратной связи с другими образовательными организациями. Я думаю, что все-таки вот привлечение и совместная деятельность и реализация вот мероприятий, все-таки мы будем, вот обратная связь все-таки с образовательными организациями, если они будут привлекаться, если они будут участвовать в тех мероприятиях, которые будут прописаны в нашей программе. Я думаю, что данного низкого уровня обратной связи все-таки мы избежим. Да. Хорошо, спасибо, Лариса Александровна. И у нас есть еще вопрос у Ирины Дмитриевны. Ирина Дмитриевна. Да, спасибо. Скажите, пожалуйста, Лариса Александровна, с какими организациями вашего муниципалитета планируется установление сетевых взаимоотношений? У нас практически социальных партнеров достаточно много, и мы в своей программе как бы не прописываем, что мы устанавливаем новые, а мы расширяем именно вот нашу деятельность данными социальными партнерами. А с какими организациями вы взаимодействуете? Это школа, образовательные организации района, дошкольные образовательные организации, также да, у нас 7 школ, 2 детских сада и социальные партнеры, которых достаточно, так скажем, много у нас на сегодняшний день. Хорошо, спасибо большое. Лариса Александровна, спасибо большое, потому что вот действительно ваша погруженность в тему, да, и планы по реализации очень важны, и все-таки вопрос еще по одному риску. Мы с вами не понаслышке знаем, да, что существует, да, необходимость повышения мотивации педработников, и у вас аж в 2, да, позициях ваших, да, рисков это было обозначено, да. Вы называете это и недостаточной инициативой, да, вы говорите и о других, да, вот аспектах неготовности, да, педагогов менять профессиональную позицию и выстраивать партнерские отношения с субъектами образовательных отношений. Эта проблема, кстати, бывает свойственна, да, сельской школе. Вот в этой связи все-таки что предпринимается? Потому что я как минимум, да, располагаю реальной статистикой, да, по результативности вот этого риска. На сегодняшний день мы думаем, что необходимо
довольно-таки психологическое сопровождение педагогов. Уровень эмоционального выгорания достаточно высок, так скажем, поэтому работа именно в этом направлении необходима. То есть фактически для ряда организаций выстраивается, да, вот необходимость в том числе и понимания, да, что с учителем происходит, да, какие процессы, да, будут стимулировать его профессиональное развитие и как результат, да, наращивание профессионального мастерства. Да, стоит об этом подумать, дополнительно еще пообщаться и, может быть, совместно с институтом запланировать в этом, да, отношении дополнительные мероприятия. Спасибо большое, Лариса Александровна, за актуализацию этого вопроса. Спасибо большое. Всех благ, до встречи. До свидания. Владимировну переводим. Уважаемые коллеги, мы завершаем публичную презентацию программ развития проектов опорной школы Республики Коми. Мы благодарим всех, кто принимал участие в этом важном профессиональном событии. Мы понимаем, что мы сегодня именно в рамках данной презентации дали старт новому этапу проекта опорной школы Республики Коми. Мы будем взаимодействовать не только со всеми опорными школами, но мы будем взаимодействовать с сетью опорных школ и со всеми вашими партнерами. Уважаемые коллеги, Институт развития и образования будет осуществлять координацию вашей деятельности в рамках приказа министерства. За нами закреплены данные полномочия. Мы надеемся на ежемесячные методические сессии. И, конечно же, в течение следующей недели мы продолжаем работать с вами, будем еще адресно рассматривать те экспертные предложения, которые поступят, и предполагаем, что определим график встреч при необходимости уже с каждой опорной школой. Уважаемые коллеги, на этом мы завершаем. Мы благодарим, что сегодня с нами работали представители органов управления образования нашей республики, партнеры наших опорных школ. Но самое главное, что все опорные школы сегодня публично представили программы развития. Коллеги, всего доброго. Надеемся на плодотворное взаимодействие. Берегите себя. И самое главное, что мы будем ждать нашей встречи, пока онлайн, но будем надеяться и на форум, который мы предполагаем в этом году провести, форум опорных школ, но уже во втором полугодии. Уважаемые коллеги, всего доброго.